На 10-й день боев к истощенной Ингушетии были подтянуты 2 свежие дивизии и эшелон с английскими броневиками. Это решило исход войны. Ингушетия и Владикавказ пали под натиском Доброармии. Под Далаково ингуши оказали такое сопротивление, которое на 2 недели задержало занятие Владикавказа. Ингуши шли в атаку с одними кинжалами, нанизанными на длинных шестах. Когда был сломлен Ингушский фронт, участь Владикавказа была решена. Ключевыми силами обороны Владикавказа были ингушские отряды. И во многом Далаково и Кантышево пришлось сдать именно потому, что силы вообще были неравны. Их рано или поздно пришлось бы сдать так или иначе. Но то, что уже в начале февраля белым удалось овладеть этими ожесточенно сопротивлявшимися населенными пунктами, причина во многом крылась в том, что сила отвлекал Владикавказ. Официально Владикавказ был захвачен Шкуро 12 февраля. Документы Горской республики оставили точные подробности этих боев. Ингушские отряды были практически единственными, кто оборонял город в последние дни. Вплоть до 13:00 11 февраля, третьего дня бесперебойного боя в селе Далаково, город еще полностью контролировался ингушскими отрядами. Они начали покидать его на 19-й день обороны, спеша на подмогу гибнущим под Далаково и Кантышево. Но, тем не менее, вот эта оборона Владикавказа и прилегающих к нему ингушских селений зимой 19 года, она дала ценнейшее время для эвакуации всего руководящего состава Терской республики в горы, в Ингушетию, во главе с тем же Орджоникидзе. Для эвакуации запасов продовольствия, запасов оружия, даже финансы, казна Терской республики, та была вывезена сначала в горы, затем в Грузию. И в итоге, что дал этот выигрыш времени? Он дал время для организации базы будущего партизанского движения, которое затем вспыхнуло в тылу добровольческой армии и не давало ей покоя и в 19 и в 20 году.